Очень жаль, že takú игру, как первый тайме показала моя команда, просто také шансы, jak Karapecian, Georg, a tam byli momenty, kde Noraňa Georg by bol больше уверенный, должен забивать, а результат by bol вообще по-другому. Второй тайме опять то, что наша старая болезнь, вышли замены, которые вообще не помогли команде. И тоже надо сказать, Georg Noraňa сегодня был 10% играл z toho, čo on играет или как играл последнюю игру в Кубку. Это было чувствовать нападение, а, к сожалению, мы не доказали в втором тайме большое давление сделать на соперника, где мы могли забивать по вторую. Как закрыл один глаз, так может быть Валтер вышел на поле, что-то сделал, а остальные Машумян, Серечин, это ноль. Катастрофа. To samé taká ошибка, как je Luboš Hanzel, ja to čítajú za grubú ошибku zašitníka, как Goharan забивал. Толко пространства дать, как бы мне дали толко пространства, я сам забил. Непонятно, зачем Dražil, как и отдыхал через неделю. И то наоборот, скажу, Norar, Grigorian, Aram Šachnazarian, отличная игра сегодня, ale очень мало было tých, čo som bol удоволен. Найреминасиан пока, это игра на полтайм, отличная игра, это второй тайм, его бы не было. Čestne говоря, опять повторялось то, что повторялось со Širakom, a сейчас ešte to bolo грустнейшее, потому что to samé režii našej bylo prvý time, kde sme должны byli zabívať 2-3 góly, aby bol rešený rezultát игра, a my наоборот, Georg nepapájať pusté ворота, Georg Noraňan, za to, aby ubežal a zabýval, tak ide na faul. Просто этот момент и надо было использовать. To znači da opět nás соперник nakázal, kde v втором тайме показали местами хорошую игру, ale my sami sme сделали такие ошибки, которые нас штрафовали. Значит, я не удоволен с игрой Торояна, потому что вратарь опять, который получит шанс, вот таких гол не может пропускать. То самое касается Hanzela. Сегодня наши иностранцы вообще слабые. To hlavne касается Серечина, который Пилеев уже нет в команде, ale, наверное, и Серечин закончит свою работу в Бананце, потому что вообще не помогает команде. Говорю, мне нужно, aby на замену вышли игроки, которые освежили игру, а не портили. То значит, наша игра после замен стала слабшим, аж на Валтера, который работал, ale тоже качества не было. А tí ďalší остальные ослабили команду. To значит, сегодня мало игроков было. Сегодня было главное мало таких индивидуальных игр или игроков у меня, которые бы были лидерами, а то я чувствовал, потому что Улис je опытная команда, говорю, так как то было за Шираком, и сегодня должен быть человек, который потянет команду, а у нас второй тайме наоборот, Улис стал лучшим, или же начали лучше играть, а мы не доказали отвечать на их голи. To значит, еще один раз повторяю, победа, ale очень жаль, že sme эту игру проиграли, потому что, говорю, после первого тайму мы должны были быть вести минимально o 1 или o 2 góly, toľko об игре. Перед чемпионатом, перед вами была задача стать чемпионом. Сейчас насколько, по-вашему, реально эти шансы? Это додали это задание. Стать чемпионом. Это кто сказал? Ты сказал. Да? Я сам сказал, что у нас задание быть чемпионом. Я хочу стать чемпионом. Взять кубок, взять суперкубок, взять армейский кубок, а как будет можно стать чемпионом. Это были мои слова. А сейчас? Ничего не меняется. Чемпионат длинный, там надо побороться. Мы уже сейчас должны были быть пред Širakom, который мы проиграли o 1 класс прошлую игру, а там надо было уж быть на третьей позиции. Но, к сожалению, говорю, такими ошибками или такими моментами, как не используем, трудно поступать. Ale ja думаю, že команда по игре показывает неплохой характер и может ровняться и so Širakom, и с Ulisom. К сожалению, не получилось собирать очки, то, что в такой игре надо забивать. То, что сами было со Širakom, повторилось сегодня опять. A сегодня не то, что ничего, ale sme сегодня проиграли за то, že sme соперник нас наказал, за то, že sme 100% моменты не использовали.